В прошлом году Почта России в целом по стране обработала 345 миллионов международных отправлений. Что касается якутского отделения Почты России, то за прошлый год якутяне отправили и получили более 4 миллионов посылок. При этом отмечается, что число международных отправлений неуклонно растет. Но все ли так гладко? На почту отправился наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Якутское отделение Почты России ежедневно обрабатывает сотни международных отправлений. Большинство из них – это товары, купленные в зарубежных интернет-магазинах. В прошлом году якутский филиал Почты России обработал более 4 миллионов почтовых отправлений. Из них более 1,5 миллиона – это международные отправления. Росту международных отправлений способствует глобальной распродаже в праздничные дни, которые проводят интернет-магазины. Некоторые граждане сталкиваются с тем, что, получая свой заказ в отделении Почты России, получают не тот товар, который они заказывали, либо и вовсе не получают их. Также претензии касаются срока доставки. Заказы могут идти месяцами. Заказы бывает, что не приходят. Потом вот приходила сюда, вот один заказ приходила сюда сколько времени. Нету. А сейчас вот пришла, третий заказ, сказали, что отправили обратно вчера только. По статистике, большинство случаев с получением не того товара связано с недобросовестными продавцами. Но в народе почти всегда обвиняют сотрудников Почты России, хотя они ответственны только за сам процесс доставки. Как вы думаете, с чем это связано? Вот то, что вот заказ теряется, это все-таки у нас Почта России где-то теряет или это уже у нас? Нет, походу в Почте России. И это частый случай. Не только я одна так. Многие вот так вот говорят. Иногда бывает, что вот это чужой тебе заказ, а ты уже откуда его знаешь? И смотришь, отслеживаешь, оказывается чужой заказ. Один из последних вопиющих случаев с онлайн-покупками в стиле ожидания реальность произошла с якутянином, который заказал через интернет весьма дорогие наушники. И за уплаченные 12 тысяч рублей получил вместо них кусок дерева. В Почте России по данному инциденту дали такой комментарий. По указанному происшествию официально запросов от клиентов в адрес УФПС Республики Саха-Якутия не поступало. Клиент указывает на то, что посылка не имела видимых повреждений. В такой ситуации надо обращаться непосредственно к продавцу. В МВД по Якутии отметили, что в республике постоянно растет число пострадавших от интернет-мошенников. Вместо заказанного товара приходит, например, либо стакан граненый. Заказал сотовый, пришел стакан граненый. Заказал другое что-то, пришло. Они обычно ложат подходящее под вес товара. Подобных ситуаций в прошлом году зафиксировано было около 10. В настоящее время, в текущем году, около 2 фактов имеется. Как себя обезопасить? При получении интернет-заказа или посылки вы обязательно должны предъявить оператору документы, удостоверяющие вашу личность. Оператор, в свою очередь, должен проверить все ваши данные и только после выдать вам ваш заказ. И уже далее, не отходя от стойки оператора, вы должны вскрыть свой заказ, проверить его на наличие и на сохранность. В противном случае претензии не принимаются, так как при получении вы тут же расписываетесь за товар, что вы не имеете претензий к службе доставки. Но если вы соблюли правила, то Почта России обязана провести служебную проверку и выплатить компенсацию. В случае утраты или повреждения простой посылки выплачивается компенсация в размере 40 СПЗ и 4,5 СПЗ за каждый килограмм посылки. Также выплачивается сумма тарифной платы. В случае утраты, порчи или повреждения части международного отправления Почты России компенсирует ее фактическую сумму, но не более сумму, установленной за полное хищение или повреждение отправления. Итак, работники Почты России и сотрудники МВД просят якутян быть более бдительными и не поддаваться соблазну за погоней за дешевыми товарами и ценами. Ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.